германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Пожалуй, нет на Земле человека, который не знал бы о самой кровопролитной войне 20-го столетия. Вторая мировая война прокатилась волной разрушений и смертей практически по всему земному шару. И как бы ни пытались зарубежные специалисты переписать страницы истории, для России эта война оказалась наиболее тяжелой. Все республики Советского Союза сделали посильный вклад в Великую Победу, но не осталась в стороне и Ингушетия. С первых и до последних дней Великой Отечественной войны на фронт отправились более 20 тысяч ингушей. Около 4 тысяч человек ушли воевать добровольно. Среди них были и совсем молодые ребята, и взрослые опытные мужчины. Все они уходили защищать свои дома, семьи и родину. Вообще, ингушские воины принимали участие во всех ключевых сражениях Великой Отечественной. Среди них были пехотинцы, саперы, медики, летчики, танкисты и представители других родов войск. Так, в обороне Брестской крепости участвовали 420 выходцев из Чечено-Ингушетии, из которых 270 были горцами. С 24 июня по 10 июля 1941 года более 17 тысяч жителей республики записались в народное ополчение. Из них около 10 тысяч составляли войнахи. На территории Чечено-Ингушетии были сформированы 317-я стрелковая дивизия и 114-й Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион, на 80% состоявший из горцев. Эти воинские формирования сражались на Моздокско-Малгобекском направлении. Также были сформированы 242-я горнострелковая дивизия, 16-я саперная бригада, 4-я маневренно-воздушная бригада, автобатальон, стрелковая маршевая дивизия и несколько резервных подразделений. Особое место в истории занимает формирование в ноябре 41-го 114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии. В дивизию записалось на 600 человек больше добровольцев, чем полагалось по штату. Однако завершить ее формирование не удалось. В начале 42-го года был издан секретный приказ о прекращении призыва чеченцев и ингушей в действующую армию и о ненаграждении отличившихся бойцов из их числа. С просьбой к правительству набрать из числа жителей Чечено-Ингушетии добровольцев обратилась группа чеченских и ингушских офицеров. В 1942 году на базе дивизии был сформирован 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, который принял участие в Сталинградской битве. И все же, несмотря на запрет, ингуши представлялись к наградам. По разным данным, от 40 до 100 человек были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди наград ингушей, участников Великой Отечественной, есть и медали Золотой Звезды за отвагу, за боевые заслуги и ордена Красной Звезды, Победа, Славы и другие разных степеней и достоинств. Да, из-за депортации многие достойные воины потеряли возможность получить заслуженные боевые награды, но сама Ингушетия в годы войны потеряла еще больше. В первую очередь своих сыновей. За 4 года войны погибло более 4000 человек. Среди них около 400 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. До сих пор ведутся работы по поиску и захоронению ингушей, а современные историки до сих пор поднимают архивные документы, чтобы найти именно всех, кто был представлен к наградам, и восстановить историческую справедливость. Ведь ингушей, сражавшихся на полях Отечественной войны, в живых осталось так мало, и они должны узнать, что потомки чтут их великий подвиг.